Мы начинали наши замеры в 1989 году и спрашивали там, назовите 10 самых великих людей всех времен и народов, или кто был крупнейший политик, политический и государственный деятель в истории России, Советского Союза и так далее. Вот, когда мы начинали, Сталин не вошел даже в первую десятку. Он был 12-м, если не ошибаюсь. Я его лично не люблю, потому что он поверил Гитлеру, что войны не будет. А тот его, как последнего дурака, облапошил. И, к сожалению, в последнее время появляются молодые люди, которые вот защищают эти позиции Сталина. Мне кажется, это ближе к национал-социалистическим интересам. Всю вторую половину 90-х годов он набирал, и в 2000-е он то первый, то второй, то первый, то второй. Вот. И это серьезная вещь. Если положить на весы исторические, стратегические результаты его жизни, то все-таки, наверное, будет больше плюсовых для страны, чем отрицательных моментов. Сталин связан с народом как бы поверх бюрократии. Репрессии, например, воспринимаются, да, как некая политика Сталина по подавлению бюрократии, которая, значит, мешает народу. Это личность величайшая в истории. Я люблю, потому что я была отличница, меня пионерской правдой награждали. Мне давали бублик с этими в школе бесплатно. Бесплатно у меня было жилье, потому что я была собственница. На Семеновской жила, на Сталинской. Вот если вы это не знали, то знайте. Символическая значимость образа – это одно. Реальная политика, социальный строй, экономические условия, которые отмечены именем Сталина, сталинская эпоха, это совершенно другое. И степень эффективности Сталина как менеджера – это прямая политическая пропагандистская акция, конечно. Эффективный менеджер, не глава коммунистической партии, ведущий страну и народ к светлому будущему, а всего-навсего эффективный менеджер.